В Советском районном суде Казани начали оглашать приговор предполагаемым членам преступной группы, обвиняемым в сбытии синтетических наркотиков с помощью нелегального интернет-магазина. Помимо жителей Казани, фигурантами уголовного дела стали уроженцы Липецкой области и Удмуртской республики. Всего на скамье подсудимых 8 человек. Какое наказание им грозит и как они действовали, знает Айрат Назипов. На скамье подсудимых 8 человек, под стражей 7 мужчин, еще одна девушка под подпиской о невыезде. Как считает следствие, фигуранты уголовного дела – участники преступного сообщества, занимавшегося бесконтактным сбытом синтетических наркотиков. Рынок сбыта – почти вся Россия. По версии следствия, преступное сообщество включало в себя несколько обособленных подразделений, в том числе группа оптовых закладчиков, которые, получая по средствам сообщений в мессенджерах информацию о наличии в тайниках крупных партий наркотических средств, доставали их оттуда и распределяли по новым тайникам для оптовых распространителей. Был у них и свой отдел кадров. Менеджер отвечал за подбор и обучение новых так называемых сотрудников. Оператор координировал работу подразделений. Продуманная координация и тщательные конспирации помогли продержаться предполагаемым наркосбытчикам с января 2017 года до августа 2018. В день задержания у членов сообщества изъяли чуть меньше 700 граммов наркотиков. Обвиняются в участии в преступном сообществе, выраженном в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере бесконтактным способом. За совершение указанных преступлений грозит наказание на срок от 10 до 25 лет лишения свободы. Свою вину в предъявленных обвинениях подсудимые признали лишь частично. Огласить приговор до конца суд сегодня не успеет. В деле 39 томов. Скорее всего, обвиняемый узнает о наказании завтра. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112.